совместный проект «Радио Крым Реалии» и Первого канала Украинского радио. Слушайте ток-шоу «Радио Крым Реалии» на средних волнах на частоте 549 АМ. Каждый будний день в 8:35 и в 13:10. А также на 105,9 FM круглосуточно. Крымчане имеют право знать. Здравствуй, дорогой Крым! В эфире самое крымское в мире радио «Крым Реалии» и я, его ведущий Сергей Громенко. Слушайте нас на средних волнах АМ на частоте 549 кГц в 8:35 и 13:10 по времени полуострова, в 7:35 и 12:10 по времени материковой части Украины. Ну а на 105,9 FM круглосуточно. Крымчане могут бесплатно звонить в эфир по телефону 8 800 10 06 926, жители материковой Украины 044 490 2905. Поехали! Тема дня. Российские силовики вновь пришли в дом крымско-татарского активиста, на сей раз Мустафы Мустафаева. Однако все чаще правоохранители отказываются называть свои действия обысками, предпочитая слово «осмотр». В связи с чем усилилась волна преследований гражданских активистов на полуострове, зачем обыскивали дом Мустафаева и как вести себя при осмотре жилья российскими силовиками, мы будем говорить в ближайшие 25 минут, но вначале небольшой сюжет от моих коллег. Крым в центре внимания. 16 ноября в Советском районе прошли обыски в доме крымских татар, фермера Мустафы Мустафаева и его жены, крымско-татарской учительницы Ленуры. Российские силовики заявляют, Мустафаев подозревается в распространении наркотиков. Сын Абхадыр утверждает, ни постановление на обыск, ни свои документы неизвестные с оружием не предоставили. Пришли в 8 утра, сломали дверь, агашку заломали, понадавали по шее ему три человека. В масках были люди, приехали «Газелька» и 3 машины. Приехали, обыскали весь дом, везде все перерыли. Ничего не нашли, уехали, забрали отца. По словам очевидца Ридвана Меметова, не найдя ничего в доме Мустафаева, российские силовики решили провести обыск и у его матери, 76-летней Аджер Аблаевой. С момента задержания Мустафаева о его судьбе до сих пор ничего не известно. Меметов считает, действия силовиков могут быть политически мотивированными. Ведь после аннексии России Крыма на полуострове ФСБ проводит регулярные задержания и обыски. Активист крымской солидарности Сервер Мустафаев убежден, насильственные методы только усиливают сопротивление. Оно естественным образом появилось и естественным образом будет жить и продолжать жить. Потому что появилось оно из-за проблем, из-за репрессий, из-за несправедливости. И исчезнет оно только с исчезновением всей этой несправедливости и всех этих репрессий. 8 ноября прошел обыск в доме крымско-татарского активиста-участника объединения «Крымская солидарность» Алимдара Белялова. После этого он сообщил о пропаже $3000. Сам Алимдар не сомневается, его преследуют из-за гражданской позиции. 2 года назад Белялов начал освещать события, связанные с крымскими татарами и политзаключенными. За освещение обысков в Бахчисарае Белялова обязали оплатить штраф в 10 000 рублей. У нас есть свобода слова, но нет никаких гарантий, что за это слово ты не сядешь. После аннексии Крыма России ФСБ проводит регулярные обыски, задержания и аресты на полуострове. С 2015 года идет суд над группой крымско-татарских активистов за участие в митинге в поддержку территориальной целостности Украины у стен здания Верховной Рады Крыма 26 февраля 2014 года. Также с 2015 года в Крыму и Севастополе задерживают мусульман по обвинению в участии в исламской организации Хизбут Тахрир, деятельность которой запрещена в соседней России. Крым в центре внимания. Возвращаемся в студию радио «Крым Реалии». С нами на связи Мустафа Мустафаев, активист крымско-татарского национального движения, делегат Курултая. Мустафа, добрый день. Доброе утро. Расскажите, пожалуйста, в деталях и в подробностях, насколько это возможно, что произошло с вами, как российские силовики пришли к вам, зачем, что говорили, и есть ли какое-нибудь продолжение у этой истории, или после осмотра все заглохло? Без 29 по нашему времени, по крымскому времени, к нам пришли силовики, с предъявлением на то, чтобы произвести обыск. Я им сказал, что на основании чего будете проводить обыск. Он мне показал постановление суда. Я говорю, а в чем дело? В 2017 году сын получил суду.
И по этой суде, значит, они, значит, возбудили дело. Значит, я им говорю, значит, вы его вызвать, он вам принесет все бумаги, которые вам нужно. Для чего это делать, чтобы здесь пугать людей, детей, внуков у нас внуки дома. Значит, они сказали, что у них в российском законодательстве так положено. И Провели обыск, сняли все квартиры, все комнаты. Я им сказал, что, значит, сын у меня живет вот в этой комнате с женой, с детьми. Вот у него здесь 2 комнаты. Нет, говорит, мы будем обыск проводить во всем доме. Сняли все комнаты на видео, сняли все комнаты, расположение всех комнат. Я говорю, для чего вы это делаете? Так положено. Я говорю, это, наверное, вы делаете для того, чтобы следующие пришли. Он говорит, а кто следующий? Значит, я говорю, придут мастер-шоу, говорю. Но он засмутился так. Ну, вели себя, конечно, очень корректно. Молодой парень очень вел себя очень корректно. Вначале мы их приняли в штатив вначале, а потом, значит, когда уже перешли на более такие разговоры, он смягчился. Понял, что, значит, что здесь что-то не то. Скажите, Мустафа, во время обыска изъяли что-нибудь или закончили тем, что или составили какой-нибудь документ, или вообще ничего не составляли, только сняли на видео и ушли? Они забрали все документы, которые были связаны, где был написан Мустафаев Фахри. Что было связано? Любая бумага, которая была написана, в которой была указана фамилия Мустафаев Фахри, все эти бумаги изъяли. Меня еще что возмутило, как всегда, силовики приводят с собой посторонних, не посторонних, а своих людей, понятых. Я ему тоже говорю, а что у вас понятые? Он говорит, а вот одного мы здесь нашли, говорит, одного с собой привели. Я говорю, а как это с собой? Вы же должны были здесь откуда-нибудь взять. Нет, говорит, это не обязательно. Вам, говорит, какая разница? Я говорю, мы понимаем, разница в том, что когда силовики заходят домой, обязательно у кого-нибудь в семье крымских татар что-нибудь исчезает. И у вас ничего не исчезло? Ну, у нас дома были я, старший сын, младший сын, средний сын, 2 снохи, жена. То есть у нас народу много было. Они куда в комнату заходили, мы тоже заходили. Получалось, что в каждую комнату идем по 6-7 человек. Поэтому, может быть, и обошлось. Но еще не знаем, если ничего не подкинули. Смотрите, с момента обыска, осмотра прошло уже 2 дня. И за это время ситуация как-нибудь продвинулась, разрешилась, позвонили ли вам или сыну из какого-нибудь правоохранительного органа? Потому что, когда они уходили, они оставили повестку на 22 ноября на 9 часов сыну. Вот. Сын вчера был, значит, ему посоветовали, чтобы взять ему адвоката. И, в общем-то, на этом все. То есть никаких дальнейших репрессий против вашей семьи не предпринималось? Пока нет. И хорошо, тогда такой вопрос, более общий. По вашему персональному мнению, этот визит силовиков, как в принципе, не только этот, например, там тот, который случился еще 16 ноября, это действительно связано с формальной причиной, например, там, с судой вашего сына? Или вы подозреваете репрессии против себя по политическому признаку? Я не отхожу от темы, что это, значит, одно из давлений на меня. У нас есть такая одна хорошая пословица крымско-татарская. «Кызым сага айтайым, кельнем агнасын». «Дочка, я тебе скажу, а невестка услышит». Поэтому я вполне думаю, что это есть одни из вариантов тоже. И последний к вам вопрос. Планируете ли вы что-нибудь менять в своей деятельности, например, переехать, перестать быть общественным активистом, или будете продолжать вести свою деятельность как раньше? А я никуда не собираюсь переезжать, у меня другой родины нету. Об этой родине мы мечтали, когда бы жили в депортации, когда покойные родители разговаривали между собой, они плакали, говорили только о Крыме. А теперь куда я поеду? Я в Крым приехал. Я приехал сюда на родину своих предков, на родину своих родителей. Никуда не собираюсь ехать. И как было, так и буду продолжать свою деятельность. Понятно. Большое вам спасибо за ваше мнение. Напомню нашим слушателям, что с нами на связи был Мустафа Мустафаев, активист Крымско-татарского национального движения, делегат Курултая. И
жертва российских силовиков на полуострове дважды за последний месяц. Это радио Крым Реалии. Звоните нам по бесплатному номеру телефона 8 800 10 06 926, если вы на полуострове, и 044 490 29 05, если вы на материке, а мы продолжим через несколько секунд. В эфире радио Крым Реалии. Звоните нам по телефону 8 800 10 06 926. Для жителей полуострова звонки бесплатные. Комментируйте темы в прямом эфире. Оставляйте свои сообщения на наш автоответчик. Мы выслушаем вас. 105,9 FM. Крымчане имеют право знать. Возвращаемся в студию радио Крым Реалии. У микрофона Сергей Громенко. С нами на связи Эдем Дудаков, крымский общественный активист. Эдем, здравствуйте. Здравствуйте. Мы тут говорим о том, что в последний месяц резко активизировалось давление российских силовиков на гражданских активистов в Крыму, прежде всего на крымских татар, по какой-то до сих пор непонятной нам причине. Некоторым крымско-татарским общественным активистам приходят с обысками уже даже по 2 раза в один месяц. Некоторых общественных активистов задерживают под различными негражданскими, скажем так, не активистскими предлогами, а скорее административными. И вот поэтому можете ли вы предположить, почему там, скажем, в последний ноябрь резко усилилось такое давление? Или это какое-то такое статистическое совпадение? А если нет, если есть какая-то причина, то какая, по вашему мнению? Ну, во-первых, ООН, Генеральная Ассамблея принимают резолюции, которые, в принципе, давят на Россию. И поэтому им хочется быстрее заглушить это дело. Но чем больше они давят, тем больше люди активны, и тем больше идет сопротивление. Но в данном случае, например, это связано с Мустафой, мой сосед, недалеко живет. Автозаков не было. Приехало несколько всего человек. Но народ все равно собирается, потому что странность в том, что не пришли не по месту прописки сына, а пришли по месту, где живет его отец. Давление идет, наверное, и потому, что они не могут справиться с ситуацией и подвести вот под такую статистику российскую, где активистов очень мало. В Крыму их очень много, поэтому в зависимости от территории. Территория небольшая, активистов много, сопротивление все время идет этим силовым методом. И, наверное, здесь они таким образом хотят запугать людей, чтобы активистов было меньше. Но я не думаю, что это повлияет как-то, потому что Крымско-татарское национальное движение имеет очень большие традиции. Она фактически сразу после депортации началась, и вряд ли народ это остановит. По вашему мнению, по вашей оценке, если можете, за последние 3 года, стало ли давление российских силовиков больше на крымско-татарское национальное движение? Меньше? Осталось на прежнем уровне? Даже если у вас нет статистики, то просто по вашим ощущениям. Нет, безусловно, стало больше. Если первые 3 года, например, если взять в 2014 году, они пытались как-то договорить, пытались через подставных таких вот людей, которые пошли служить предателям национального движения, договориться, собрать какой-то хурултай, решили просто убрать, считали, что достаточно убрать верхушку, убрать руководителей национального движения, и все изменится. Однако они видят, что сажают от них, начинают активно действовать другие, и это идет пока по нарастающей. И с обоих сторон активные и крымские татары, и увеличивается давление со стороны российских силовиков. И в последнее время они вот именно после этих резолюций пытаются, мне кажется, к активистам приходить вот так, как пришли к Мустафе. Вот несколько человек, какие-то вопросы к сыну. И вот таким образом осуществлять давление.
опасность заключается в том, что они-то и подбросить что-то могут. Вот это вот самое страшное. Потому что вот как Балух, например, ему подбросили патроны, тоже активист. Здесь все может произойти. И потом не объяснишь. Но в данном случае, они даже почему-то взяли даже местного понятого одного, когда потребовал Мустафа. Ну вот, не знаю почему. Видать, как-то меняют свою тактику. Эдем, не боитесь ли вы, что таким образом за несколько лет российские силовики просто пересажают или, по крайней мере, подведут под статью или штрафы большие главных крымско-татарских активистов и просто некому будет бороться дальше за права крымских татар и других национальных, и других людей, которые проживают в Крыму? Или на самом деле чем больше репрессий, тем больше появляется активистов? Ну, просто штрафами нет. Они могут, конечно, изолировать. Лучше, конечно, для них лучше, если они изолируют человека. Конечно, пока появляются новые активисты, во-первых, конечно, есть опасения, люди немножко осторожничают в некоторых случаях, но просто штрафами они не остановят. Тут штрафы, мы сейчас помогаем, очень хорошее движение по помощи по штрафам есть. И я, насколько знаю, последние люди уже не, во всяком случае, очень большую помощь им оказывали. Но пытаться вот через детей надавить, это да. Вот в данном случае могут, мне кажется, что они меняют тактику и пытаются через родственников давить. То есть создают проблемы, если кто-то в бизнесе родственников, чтобы через это давить. А вот уменьшить это национальное движение, мне кажется, что нет. Потому что, я живу в поселке, в Крымско-Татарском, я знаю мнение людей, я знаю их активность. Нет, не уменьшится, но в принципе, более активные, более такие вот люди самоотверженные, они опять появятся. Но, конечно, с опытом, с меньшим опытом, вот это плохо. Нет ли какого-нибудь искушения, не то чтобы прекратить борьбу, но, скажем, там оставить до лучших времен или уйти в эмиграцию, или, как говорил нам Мустафаев, сам, это его земля, он никуда с нее не уйдет? Для силовиков лучше, когда такие активисты уезжают на материк. Это лучший вариант, во-первых, вот как и в ситуации с Ильмом Умеровым, например, его вот таким вот образом отправить. Я думаю, что если это связано именно с национальным движением, они будут создавать вот такие вот процессы в виде Ильма Умерова и пытаться их отправить на Украину. Мне сейчас сложно сказать в этом плане, но самое главное, что это не остановит. Мне кажется, не остановит. Мы все работаем над этим делом. И у моего брата бывали проблемы по этому поводу в бизнесе. И до сих пор есть небольшие проблемы. Однако мы не прекращаем борьбу. И последний к вам вопрос. Как бы мы уже более или менее представляем себе эту ситуацию, как она выглядит глазами общественных активистов. А что касается их соседей, их семей, тех простых крымских татар и крымчан других национальностей, которые напрямую не участвуют в борьбе, страшно им или страха нет? И российские силовики не добились вот этого вот такого вот чувства? Я бы не сказал, что есть большой страх. Конечно, кому-то страшновато, но, например, если это соседи, даже если ему страшновато, то он все равно приходит к нему домой, спрашивает, что случилось, и вызывает какие-то сочувствия. Тут и мусульманские традиции, тут и традиции, которые зародились в депортации. Поэтому страх есть. Я не скажу, что его нету. Есть люди, которые, в принципе, замкнулись и нигде не показываются. Такое тоже есть. Но в целом, вот у меня ощущение такое, как было в Советском Союзе, как было в депортации. Сажали, люди появлялись новые. Сажали, люди появлялись новые. Вот так. Наверное, так и будет длиться, потому что у меня вообще полное ощущение дежавю, что я живу в Советском Союзе, и вот я первые 30 лет прожил в Советском Союзе, и разницы никакой не вижу.
Ну, подождите. Тут, конечно, про Советский Союз никто не будет говорить хорошо, но все-таки, по нашему мнению, нынешняя Российская Федерация еще не дошла до такой степени людоедства, как Советская Россия. Все-таки, скорее всего, мы предполагаем здесь, в Киеве, на материке, в относительной безопасности, что до массовых выселений, до той депортации, которая случилась в 1944-м, нынешний Кремль, в отличие от Красного Кремля, не дойдет. Поэтому хотя как вам кажется на самом деле, вот там вам на полуострове дойдет нынешняя Россия до людоедства или не дойдет, или постесняется? Ну, чем старше становится император, тем более он, понимаете, это же элемент шизофрении. Понимаете, что Сталин тоже был шизофреником своего рода. Но я не думаю, конечно, что сейчас мировая общественность все-таки существует. Россия более интегрирована, чем Советский Союз, мировой порядок. Таких людоедцев не пойду. Я имею в виду, что система давления такая же, как в Советском Союзе. Система давления силовиков. Вот, например, силовики – это вот такая машина, которая уже настроена, и она не останавливается. Она начинает работать, она выискивает вот такие вот подпольные, какие-то организации, какие-то структуры и пытается их ломать. Это отдельные структуры. Здесь в данном случае вот у них действует вот такой сигнал. Наш, не наш. Вот это не наше. Но не наших они оказывают такие давления. А у меня еще такой к вам вопрос будет, не без нотки провокации, конечно, но все-таки. Вот смотрите, после 2014 года стали появляться ряд общественных организаций, политических партий, ну, насколько это их можно так назвать, крымско-татарские, которые получили название карманных или пророссийских, лояльных нынешней власти. Нет ли у вас ощущения, что российские силовики, например, могут создать какую-нибудь такую как бы правозащитную организацию, но лояльную России, и вообще спровоцировать какого-нибудь вот такой вот раскол в рядах крымских татар уже по этому признаку? Не по политическому, а именно по гражданско-активистскому. И если да, то будет ли какая-нибудь возможность с этим бороться? Ну, из всего, что они собрали, они не могут собрать гражданское население. Если взять, например, Крым-Берлиги и Крым, это те организации, которые они создали, там в основном служащие государственные, туда набирают иногда студентов первых курсов, чтобы создать количество людей. То есть там меняется только президент. Вроде две организации, а внутреннее содержание практически одно и то же. По Крым-Берлиги вообще можно предположить о том, что, например, у них дефицит кадров, потому что в некоторых районах, например, таком как Черноморский, там уже не нашли крымских татар, и глава вот этой организации Крым-Берлиги этнический русский. Поэтому пытаться они, конечно, это все будут, но люди-то в данном случае, куда будет гражданское население обращаться, вот ведь все главное. Гражданское население продолжает обращаться в те структуры, которые существовали, структуры меджлиса, которые сейчас запрещены. Все равно обращаются туда за помощью, на кого наезд, сбор людей, сбор средств помощи. Все это осуществляется вот в неформальных общественных организациях, которые давно существуют в крымско-татарских регионах. И с учетом того, что нас слушают на полуострове, можете ли вы коротко что-нибудь пожелать тем, кто крымским татарам и другим жителям полуострова, кого сейчас преследуют российские силовики? Пожелать, что и пойти терпения. Все, мне кажется, образуется. У меня такое ощущение, что это ненадолго. Что ж, большое вам спасибо за ваше мнение, за ваш подробный рассказ и ваши пожелания. Напомню нашим слушателям, что с нами на связи был Эдем Дудаков, крымский общественный активист. Это радио Крым Реалии. У микрофона для вас работал Сергей Громенко. Мы обсуждали вопрос с новой волной репрессий российских силовиков против крымско-татарских гражданских активистов. Ни в коем случае не переключайтесь, мы вернемся в эфир уже очень скоро. Важные события, спорные заявления, последние новости, горячие темы. Все это в прямом эфире с 8 до 11. В эфире самого крымского в мире радио. Радио Крым Реалии.
Новости в эфире «Радио Крым. Реалии». Доброе утро, в студии Андрей Гевков в этом выпуске. В Киеве художники презентовали открытки с Крымом. Турция, Россия и Иран подписали соглашение по Сирии. Крым открыл свой официальный твиттер. Далее подробно. В среду, 22 ноября, в здании Крымского дома в Киеве украинские художники Катерина и Анатолий Титарчуки презентовали серию открыток, посвященных Крыму. Катерина Титарчук пояснила, цитирую: «Мы считаем, что каждый может в них найти что-то свое, а то, что нравится, связывает с Крымом. Каждая из этих открыток содержит текст из крымско-татарских народных песен, и все они говорят о любви к родине». Конец цитаты. Анатолий Титарчук добавил, что часть денег от продажи открыток будет направлена на помощь политзаключенных. Россия, Турция и Иран 22 ноября в Сочи подписали соглашение по урегулированию конфликта в Сирии, сообщает Reuters. На пресс-конференции по итогам трехстороннего саммита в Сочи президент России Владимир Путин сообщил, что документ определяет приоритетные сферы дальнейшего сотрудничества России, Турции и Ирана в рамках мирного урегулирования сирийского конфликта. Западные страны неоднократно обвиняли Кремль в том, что российская военная операция направлена на поддержку режима Башара Асада и борьбу с вооруженной оппозицией. В результате совместных бомбардировок Москвы и Дамаска гибнут мирные жители. Сегодня часть Симферополя останется без света из-за плановых ремонтных работ на электросетях. Об этом сообщает пресс-служба подконтрольной Кремлю администрации Симферополя. Так, с 8:00 от электроэнергии будут отключены некоторые дома по улице Куйбышева, Лермонтова, Фруктовой, а также в Совхозном и Фруктовом переулках. Ремонтные работы планируют завершить к 17:00. В среду, 22 ноября, в здании Крымского дома в Киеве презентовали официальную твиттер-страницу Крыма. Об этом сообщает корреспондент Крым Реалии. Создатели аккаунта говорят, что страница будет пополняться новостями с аннексированного полуострова на английском языке для международной аудитории. Также администраторы аккаунта сказали, что страница уже функционирует и доступна для чтения. Facebook создаст специальную страницу, где пользователи могут проверить, следили ли они за так называемой российской рекламой во время президентской предвыборной кампании в США. Об этом говорится на сайте компании. Страница должна появиться до конца этого года. И о погоде. Сейчас в Крыму температура -3 градуса, на Чангаре -1, в Новоалексеевке -2. В студии был Андрей Гевко. Оставайтесь на волнах радио Крым Реалии. Слушайте продолжение утреннего ток-шоу с Сергеем Громенко. Слушайте ток-шоу «Радио Крым Реалии» на средних волнах на частоте 549 АМ. Каждый будний день в 8:35 и в 13:10. А также на 105,9 FM круглосуточно. Крымчане имеют право знать. Продолжается эфир самого крымского в мире радио Крым Реалии. У микрофона Сергей Громенко. Слушайте нас на средних волнах АМ на частоте 549 кГц, в 8:35 и 13:10 на полуострове, в 7:35 и 12:10 по времени материковой части Украины. Ну а на 105,9 FM круглосуточно. Крымчане могут бесплатно звонить в эфир по телефону 8 800 10 06 926, жители материковой Украины 044 490 29 05. Поехали! Крым в центре внимания. Российский губернатор Севастополя Дмитрий Овсянников внесен в санкционный список Евросоюза. Причиной этого названа его деятельность по интеграции незаконно аннексированного полуострова в состав России. Повлияет ли это решение ЕС на работу подконтрольной Кремлю власти города? Что Овсянников ответил на внесение себя в санкционный список? И приближают ли такие действия Евросоюза деоккупацию Крыма? Об этом мы будем говорить в ближайшие 25 минут. Но вначале небольшой сюжет от моих коллег. Тема дня. 21 ноября подконтрольный Кремлю глава правительства Севастополя Дмитрий Овсянников внесен в санкционный список Евросоюза. Согласно санкциям, ему запрещен въезд стран ЕС, а все активы Овсянникова в случае их обнаружения в иностранных банках будут заморожены. В комментарии РИА Крым Дмитрий Овсянников заявил, что считает санкции Евросоюза несостоятельными попытками оспорить российскую аннексию Крыма. Овсянников был назначен на должность главы правительства Севастополя 10 сентября 2017 года. По результатам голосования на местных выборах
опросах его кандидатуру поддержали более 70% севастопольцев. Цель номер один – это развитие тех секторов экономики, где у нас есть конкурентные преимущества. Вторая цель – это город, который должен быть городом самореализации для каждого человека. Человек должен получить высшее образование, и у нас есть соответствующие проекты развития наших вузов. Город, где можно реализовать себя в среднем и малом бизнесе. В целях развития Севастополя подконтрольной России власти города подписали проект нового генплана, на который севастопольцы отреагировали массовыми митингами. Местные жители требовали прекратить действия по отъему земель и обратились к Владимиру Путину с просьбой отставки правительства города. Я считаю, что этот генеральный план – это саботаж центральной власти в преддверии выборов. Так и передайте всем. Против плана, потому что нарушаются все наши права, и никто нас их не отстоит, если мы сами не выйдем. Овсянников убеждает, регион развивается. Проблем в предпринимательской сфере быть не должно. Однако после многочисленных протестов в Севастополе приняли решение приостановить все действия, связанные с реализацией генплана, до 2018 года. Нет никаких ограничений, связанных с ведением бизнеса. Вот этот режим санкций не отпугивает работу российских инвесторов. В сентябре текущего года Совет Европейского Союза продлил санкции в отношении 187 физических и юридических лиц, причастных к нарушению территориальной целостности и суверенитета Украины до 15 марта 2018 года. Часть санкций касается также некоторых отраслей российской экономики. Тема дня. Возвращаемся в студию. Радио Крым Реалии подготовили для вас перевод заявления из официального бюллетеня ЕС, который говорит о причинах внесения в санкционный список Дмитрия Овсянникова. Давайте послушаем. Овсянников был избран губернатором Севастополя на выборах 10 сентября 2017 года, организованных Российской Федерацией в незаконно аннексированном городе Севастополе. 28 июля 2016 года президент Путин представил его как действующего губернатора Севастополя. На этой должности он работал над дальнейшей интеграцией незаконно аннексированного Крымского полуострова в Российскую Федерацию и несет ответственность за активную поддержку или осуществление действий или политики, которые подрывают или угрожают территориальной целостности, суверенитету и независимости Украины. В 2017 году он делал публичное заявление о поддержке незаконной аннексии Крыма и Севастополя и о годовщине незаконного крымского референдума. Он чествовал ветеранов так называемых отрядов самообороны, которые способствовали развертыванию российских войск на Крымском полуострове в период его незаконной аннексии Российской Федерации и призывал Севастополь стать южной столицей Российской Федерации. Вот так обосновали в Европейском Союзе причины, по которым Дмитрий Овсянников попал под санкции. Сам он в комментарии российским журналистам сказал буквально следующее, цитирую: «Севастополь – южная столица России. За этот путь развития, за свое будущее вместе со своей родиной боролись сами севастопольцы. Попытки оспорить выбор, сделанный в 2014 году, несостоятельны. А санкции в отношении меня, как губернатора города-героя, не самое худшее, что может случиться в жизни. Моя задача – добиться положительных перемен в Севастополе, изменить город к лучшему здесь и сейчас». Конец цитаты. С нами на связи Андрей Васильев, севастопольский журналист. Андрей, здравствуйте. Да, здравствуйте. Скажите, пожалуйста, начнем с самого-самого простого и понятного. В городе-герое Севастополе, вообще, за исключением журналистов, которые следят по долгу службы за этим делом, на заявление Европейского Союза о введении санкций против Дмитрия Овсянникова как-нибудь отреагировали, или для большинства севастопольцев это слишком далеко? Да, я думаю, что для большинства севастопольцев это слишком далеко, тем более, что, в принципе, информация, которая здесь поступает, она достаточно дозирована в Севастополе, и серьезного внимания российские СМИ на этот вопрос не обращали. Но, тем не менее, мы знаем, что в Севастополе, в отличие хотя бы даже от остальной части Крыма, все-таки имеется некоторая конкурентность среди местных СМИ. А у Дмитрия Овсянникова наверняка есть, не то чтобы там недоброжелатели, но, скажем так, критически настроенные люди. И, может быть, поэтому кто-нибудь из местных политиков, местных журналистов попробует использовать эту информацию. Или в отношениях между ЕС и российской властью города все севастопольцы единодушны?
В том информационном поле, которое сегодня существует в настоящий момент в Севастополе, вряд ли оппоненты Дмитрия Овсянникова будут использовать случившееся. Почему? Потому что по законам жанра, который сегодня установлен, это скорее награда. Вот, поскольку наш славный губернатор подвергся репрессиям, да, со стороны коварного Запада. Это тот на самом деле посыл, с которым освещаются события на международной арене и те события, которые непосредственно связаны с Крымом и Севастополем. Есть ли у вас предположение, повлияют ли эти санкции каким-нибудь реальным образом на положение Дмитрия Овсянникова, на его работу, или на самом деле все равно и только заявлениями все дело и ограничится? Ну, скорее, они носят скорее символический характер. Вот, потому что, конечно, да, с одной стороны, Дмитрий Владимирович, он человек generation поколения айфонов, да, и ему лично, наверное, это, как-то очень неприятно, что многие вот его ровесники, коллеги, люди, с которыми он знаком, и люди примерно одного его круга социальной страты, они могут себе позволить куда-нибудь отдохнуть на Средиземное море, а он теперь не может. Но мне кажется, что неприятно и не более, потому что стоит также помнить, что по своему социальному статусу и по своей биографии Овсянников, он относится к категории на самом деле нового дворянства российского, то есть тех людей, которые полностью интегрированы в систему властных полномочий и в систему распределения бюджетных средств. Поэтому он не мыслит себя, вот в отличие от старых, скажем, чиновников 90-х, кто пришел на волне 90-х к власти, для которых очень важно в том числе была и возможность перемещения, и в том числе перемещения каких-то финансовых активов за границу, то для вот этой вот молодого поколения, путинского поколения, потому что все-таки Овсянников, да, вся его карьера, она уже сложилась при нынешнем президенте. Важно на самом деле только одно – это оставаться в системе распределения бюджетных потоков. То есть это люди, которые сегодня могут быть губернаторами, завтра членами правительства, послезавтра менеджерами каких-то госкорпораций, но они никогда на самом деле из этой системы не выходят только вперед ногами. Поэтому, конечно, выбирая между возможностью посещать страны Европейского Союза, другие страны Запада и доступ к бюджетным потокам, Дмитрий Овсянников, конечно, выберет второе, поэтому я думаю, что он прекрасно осознавал, на что он идет, когда он принимал назначение в Севастополь. Потому что, хотя модно говорить, что Дмитрий Овсянников был избран, но фактически он сюда был назначен, а выборы только подтвердили его полномочия. Единственное, на что может повлиять это событие, с моей точки зрения, мне кажется, что у Овсянникова могут возникнуть некоторые трудности с формированием новой команды, вернее, ее высшего слоя государственных должностей, членов правительства Севастополя. Почему? Потому что мне кажется, что некоторые потенциальные кандидаты могут как-то уже с сомнением относиться к таким вот новым назначениям, я имею в виду тех людей, которые планируют приехать сюда из России, из-за риска также подпасть под санкции, как и Дмитрий Овсянников. Что ж, большое вам спасибо за ваше мнение. Напомню нашим слушателям, что с нами на связи был Андрей Васильев, севастопольский журналист. Это радио Крым Реалии. Звоните нам по бесплатному номеру телефона 8 810 06 926, если вы на полуострове, и 044 490 29 05, если вы на материке. А мы продолжим буквально через несколько секунд. Каждый будний день ведущие радио Крым Реалии информируют крымчан о самых важных событиях на полуострове и в мире. Возвращаемся в студию радио Крым Реалии. С нами на связи Андрей Яницкий, редактор отдела экономики издания «Левый берег». Андрей, здравствуйте. Доброе утро. Итак, Дмитрий Овсянников нет-нет, да и попал в списки санкций Европейского Союза. В связи с этим, конечно, не может не вызвать некоторое недоумение вопрос. А почему же так поздно? Неужели в Европейском Союзе не знали, кто руководит ныне городом Севастополем? Почему там Константинов и Аксенов из прилегающего Крыма уже давным-давно находятся под пристальным вниманием и таким вот экономическим прессом, а Дмитрий Овсянников только сейчас? Во-первых, европейская бюрократия – это машина медленная, да, но верная. А во-вторых, санкции пересматриваются не в ежедневном режиме, а в зависимости от вида санкций, в зависимости от стран есть полугодичные санкции, годичные санкции.
С одной стороны, хорошо, что они пересматриваются регулярно, потому что можно списки корректировать. С другой стороны, получается, что некоторые решения запаздывают. Ну, как это было в данном случае с Овсянниковым. Он-то руководит Севастополем уже давно, не после так называемых выборов, а был назначен еще после отставки Миняйла, поэтому можно было бы среагировать, мне кажется, и раньше, конечно, действительно. По вашему мнению, европейские санкции против Дмитрия Овсянникова лично, они как-нибудь повлияют на жизнь нынешнего города Севастополя в его статусе, управляемого Российской Федерацией? Или это будут только персональные санкции против Дмитрия Овсянникова, а город как жил своей жизнью, так и остался? Ну, нет, конечно, на жизнь города это никак не повлияет. Это действительно персональная санкция. Более того, для тех жителей города, которые поддерживают российскую повестку, это лишнее доказательство того, что Овсянников это свой человек, что он делает правильно. То есть для них это, для людей, которые попадают под такие санкции, это как еще один орден на грудь. Я не говорю о том, что не нужно их включать в санкционные списки. Это нужно делать, потому что есть экономические причины для этого. Там, вы знаете, что теперь он не может пользоваться там, банковской системой европейской. Если найдут его счета, то они будут заморожены и так далее. Он не может посещать страны Европы. Хотя есть исключения. Мы знаем, что некоторые чиновники умудрялись там по поддельным паспортам попадать, по дипломатическим каналам попадать. Вот. Но в целом, конечно, это немножко такое неприятное событие для него лично, но для города в целом я не думаю, что это как-то скажется на жизни города. Ну, например, если мы говорим о каких-нибудь экономических инвестициях. Одно дело вести дело с городом, которым управляет человек с безукоризненной репутацией, а другое дело вести дело с городом, которым управляет человек из санкционного списка. Или для Севастополя внешние инвестиции не российские никакой роли уже не играют последние 3 года? Ну, дело в том, что если бы сам город не был под санкциями, а его руководитель вдруг оказался под санкциями, то ваши слова имели бы смысл. А так и сам город под санкциями, сама территория оккупирована, согласно решению Генассамблеи ООН, там прямо звучит, в общем-то, что Россия страна-оккупант. И поэтому и без Овсянникова, и с Овсянниковым европейским инвестициям делать в городе нечего. Есть санкции, направленные против конкретных лиц, а есть санкции, направленные против европейских компаний, которые инвестируют в определенные территории. И вот санкции Евросоюза запрещают компаниям инвестировать на Крымский полуостров, в том числе в самый большой город полуострова Севастополь. Что ж, понятно. Большое вам спасибо за ваше мнение. Напомню нашим слушателям, что с нами на связи был Андрей Яницкий, редактор отдела экономики издания «Левый берег». Если вы что-то упустили, заходите на сайт Крым Реалии, читайте наши материалы, смотрите прямые трансляции эфиров, пишите нам в Твиттере, предлагайте свои темы программ, а мы продолжим буквально через несколько секунд. Слушайте нас на средних волнах 549 АМ в 8:35 и 13:10, а также на 105,9 FM круглосуточно. Генеральный директор корпорации развития Севастополя и руководитель рабочей группы «Общество и власть Севастопольского регионального штаба Общероссийского народного фронта» Олег Николаев прокомментировал специально для Крым Реалий санкции в отношении Дмитрия Овсянникова. Давайте его послушаем. Мнение. Со счетов это личное дело каждого человека. Я не могу комментировать, есть ли у него счета за границей. А что касается поездок за границу, я считаю, что для того, чтобы мы друг с другом лучше понимали друг друга, извините за тавтологию, мне кажется, нужно наоборот границы открывать и санкции отменять как можно быстрее. Вся эта история с санкциями напоминает какое-то средневековье, что ли. Нехорошо это. Донести позицию свою для того, чтобы опытом обменяться. Ну, зачем же нам границы закрывать? Мне кажется, что нужно их, наоборот, всячески открывать. Тем более, что Крым присоединился, как всем известно, по воле людей. Референдум прошел. Мнение. Бывший председатель Севастопольской городской государственной администрации Иван Ермаков также прокомментировал санкции в отношении Дмитрия Овсянникова. Давайте и его послушаем. Точка зрения.
надо Овсянникову позвонить и спросить, он страдает от этого или наоборот гордится. Мое мнение в данном случае, я на санкции смотрю как на какую-то игру больших политиков, и не больше. И боятся их тех, кто боится. Кому есть чего бояться. Мне, например, санкций бояться нечего. Скажут не ехать за границу, не поедем, в своей стране будем жить, своими делами заниматься. Это кто имеет счета там и все остальное, наверное, этим что-то опасно. Вот как-то так. Да, оно влияет на нервы, влияет на отношения людей с другими государствами и все остальное. Вот это неприятно. Точка зрения. Это радио Крым Реалии. Звоните нам по бесплатному номеру телефона 8 800 10 06 926, если вы на полуострове, и 044 490 29 05, если вы на материке. А мы продолжим буквально через несколько секунд. Важные события, спорные заявления, последние новости, горячие темы. Все это в прямом эфире с 8 до 11. В эфире самого крымского в мире радио. Радио Крым Реалии. Возвращаемся в студию радио Крым Реалии. С нами на связи Петр Олещук, украинский политолог. Петр, здравствуйте. Здравствуйте. Вот вы известны, безусловно, как человек критически настроенный по отношению к успехам современной украинской власти на внешнеполитической арене, да и, в общем-то, и к реформам внутри страны. И, по вашему мнению, вот не могу не задать вам такой вопрос, вот эти вот санкции, которые Европейский Союз вводит регулярно против крымских чиновников и против Дмитрия Овсянникова теперь, которые вот буквально самые свежеиспеченные, они каким-то образом приближают деоккупацию Крыма и возвращение его под суверенитет Украины? Или это скорее такая ритуальная фраза, ритуальное действие, которые ничем Украине не помогут? Я, скорее всего, оцениваю это именно как ритуальные действия. Почему? Потому что именно наложение санкций на подобные лица, все-таки, объективно эти люди, они не являются теми, кто непосредственно принимал решения и может принимать решения о статусе Крыма. И опять-таки, если мы, естественно, я считаю, что, конечно, мы должны, скажем так, каким-то образом наказывать людей, которые имеют определенное отношение как к аннексии Крыму, так и, например, к вопросу прав крымчан, но все-таки я объективно не верю в том, что это каким-то образом может на что-то повлиять в геополитическом плане. Тем не менее, россияне, и в том числе и крымские управляющие, постоянно говорят, что вот-вот санкции отменят, вот-вот буквально там полгода убедится и Запад там глобальный, что это все невыгодно, что с Россией лучше дружить, и санкции отменят. А вот санкции не только не отменяют, но всякий раз наращивают и продолжают и расширяют. Нет ли в этом какого-нибудь позитивного все-таки сигнала для Украины? В наращивании санкций? Да, наращивают санкции не против Украины, а против России. Конечно, это можно подобным образом воспринимать, но тут мы должны понимать одну простую истину. В принципе, санкционная политика, она, как мне кажется, более эффективно может быть направлена против общества, где все-таки не является абсолютным доминированием государства и где сами граждане могут принимать довольно-таки серьезные решения. И в такой ситуации, например, спросить с этой самой власти, что смотрите, наше положение ухудшается, давайте что-то менять. В плане России, которая имеет в последнее время такие довольно тенденции, которые можно назвать даже тоталитарными, санкции они не могут определять внешнюю политику. То есть, по сути, они скорее в значительной степени способствуют консолидации режима, который подобным образом выстраивает свою легитимность. Что вот смотрите, мы настолько мощные, что нам все завидуют, на нас все нападают, нас хотят ограничить, поэтому нам нужно объединяться вокруг лидера и вокруг соответствующей идеологии. Что ж, понятно. Большое вам спасибо за ваше мнение. Напомню нашим слушателям, что с нами на связи был Петр Олещук, украинский политолог. Если вы что-то упустили, заходите на сайт Крым Реалии, читайте наши материалы, смотрите трансляции эфиров, пишите нам в Твиттере, предлагайте свои темы программ, а мы продолжим буквально через несколько секунд. В эфире радио Крым Реалии.
Звоните нам по телефону 8 800 10 06 926. Для жителей полуострова звонки бесплатные. Комментируйте темы в прямом эфире. Оставляйте свои сообщения на наш автоответчик. Мы выслушаем вас. 105,9 FM. Крымчане имеют право знать. Возвращаемся в студию радио Крым Реали. И вот в связи с санкциями, которые наложены на российского губернатора, на официальное должностное лицо Дмитрия Овсянникова, нельзя не упомянуть и о другом герое, если можно так сказать, событий в Севастополе в 2014 году, именно об Алексее Чалом, который не меньше, может быть, даже больше способствовал аннексии Крыма и Севастополя, но на которого санкции не наложены. И даже более того, бизнес Алексея Чалова процветает в Украине. Так, по крайней мере, заявляет журналистка Татьяна Курманова, проведя расследование, которое получило название «Между капельками санкций». Татьяна Курманова, журналист Громадского радио, с нами на связи. Татьяна, здравствуйте. Здравствуйте. И вот, пожалуйста, расскажите нашим слушателям, да и мне, в общем-то, тоже, как так получилось, что вам удалось разыскать бизнес процветающий Алексея Чалова, который не только не попал под санкции, но и чувствует себя вполне уверенно. На самом деле разыскивать ничего даже не пришлось, поскольку прекрасно Таврида Электрик на различных международных выставках выступает, свою продукцию представляет в Украине. И вот буквально в прошлом году пресса, журналисты, собственно говоря, увидели на выставке в Украине, которую открывал тогдашний министр, продукцию Таврида Электрик. И стало интересно, как же они работают здесь. И, собственно, мы пришли к выводу, проанализировав открытые данные, что прекрасно бизнес бывшего так называемого народного мэра Севастополя, несмотря на персональные санкции, которые приняты в Украине и в Западе, я напомню, что Алексей Чалый был первым внесенный в списки западно-санкционные и списки США персональные, санкционные. Прекрасно этот бизнес продолжает процветать в Украине. Ситуация такова, что Таврида Электрик, я напомню, это большая структура, большая корпорация, у нее есть, собственно, условное юрлицо в Украине, которое оформлено на ближайшего друга Чалова, на его соратников, собственно говоря. И, честно говоря, если брать юридический аспект, то сделано это очень даже и неплохо, поскольку, например, юрлицо, украинское, Чалова в списке учредителей или основателей фирмы нет. Все патенты оформлены не на него в Украине, я имею в виду. То есть юридически можно говорить, что, в принципе, неплохо они сделали для того, чтобы обойти. Но здесь уже вопрос, конечно, политический. Хотят наши власти Чалова вводить в списки санкционные или нет. Пока вот видим, что Таврида Электрик прекрасно на украинском рынке работает, процветает. Облэнерго закупает, частно-государственные, напомню, закупает продукцию, вот эти вот вакуумные переключатели. Но, собственно говоря, еще интересный момент, что с тех пор, как Приватбанк стал государственным, Таврида Электрик смогла, в отличие от многих крымчан, выиграть несколько судов и у Приватбанка, и теперь около, как минимум 40 миллионов гривен и больше 2 миллионов долларов фирмы Чалова получат теперь с счетов Приватбанка. По вашему мнению, Татьяна, с чем связана такая близорукость украинской власти? Это просто нежелание разрушать уже налаженные бизнес-схемы? Это коррупция или это абсолютный пофигизм, простите за термин? Боюсь я, конечно, делать предположения, потому что вижу, как прекрасно процветает тот же бизнес, например, экс-министра обороны Павла Лебедева, тоже сбежавшего в Севастополь. Также его фирмы работают, аффилированные с ним фирмы, оформленные на близких родственников, работают в Киеве. Как видим, бизнес Чалова работает. Я думаю, что здесь много факторов вкупе собрано, и в ГПУ нам, например, ответили, что досудебное расследование продолжается, они не могут нам информацию дать, например. Но я считаю, что здесь ряд факторов, боюсь предполагать, но все-таки надеюсь, что, может быть, на орбиту внимания наших
правоохранительных органов попадут эти фирмы, поскольку не обращать внимания на подобные действия, как минимум. Как минимум нельзя. Неправильно. Что ж, большое вам Да. спасибо за ваше мнение. Напомню нашим слушателям, что с нами на связи была Татьяна Курманова. Бизнес Алексея Чалова, по ее мнению, процветает в Украине, несмотря ни на какие санкции. Это радио Крым Реалии. У микрофона Сергей Громенко. Ни в коем случае не переключайтесь. Мы вернемся в эфир уже очень скоро. Новости в эфире радио Крым Реалии. Доброе утро, в студии Андрей Гевков в этом выпуске. Аксенов требует уволить чиновников Ялты. Прокуратура России проверит Собчак за высказывание про Крым. В Киеве презентовали фотографии Крыма, далее подробно. Назначенный Кремлем глава Крыма Сергей Аксенов поручил уволить замглавы администрации Ялты Владимира Блажнова и главу территориального органа муниципалитета в Форосе Анатолия Быкова. Об этом Аксенов заявил в ходе совещания, посвященного результатам выездного приема граждан в Ялте, сообщает Первый крымский телеканал. Вот это мое глубокое убеждение. Тупо продали. Пусть лучше не будет, коллеги, ни одного, чем будут враги, которые работают, то есть из-под тишка, работают против администрации Ялты. Задолженность по арендной плате в бюджет Ялты 520 миллионов рублей. По информации Крыминформ, российский глава Крыма поручил найти кандидатуры на освободившиеся должности до конца следующей недели. Генеральная прокуратура России проверяет высказывания российской телеведущей Ксении Собчак по аннексированному Крыму. Об этом она рассказала в эфире радиостанции «Эхо Москвы», пишет Радио Свобода. Телеведущая заявила, пишет издание, что об этом стало известно из официального письма прокуратуры. Ксения Собчак 18 октября официально объявила о намерении участвовать в президентских выборах в России. Она называет себя кандидатом против всех. СМИ сообщали о возможной причастности администрации президента России к выдвижению Собчак. Сама телеведущая отрицает связь с Кремлем. В среду, 22 ноября, в здании Крымского дома открылась фотовыставка «Зарема Елибайлю. Крым по венам». Об этом сообщает корреспондент Крым Реалии. В работах автора представлены различные пейзажи Крыма, улицы Бахчисарая, вид на Ялту, побережье Черного моря, вид на руины мечети Дженибека и другие работы. Всего было представлено около 20 фотографий. По словам программного директора Крымского дома Алима Алиева, выставка будет работать до конца 2017 года. Каждый желающий сможет приобрести работы фотографа. В аннексированном Симферополе состоялся премьерный показ российской музыкально-литературной постановки «Дороги Высоцкого», приуроченный к 80-летию известного советского барда, поэта, актера театра и кино Владимира Высоцкого. Об этом 22 ноября сообщил подконтрольный Кремлю Минкульт Крыма. На премьеру приехал и российский актер Александр Домогаров. В Минкульте полуострова утверждают, что после премьеры «Дороги Высоцкого» отправится в гастрольный тур, который предполагает посещение аннексированного Севастополя. И о погоде. Сейчас температура в Крыму минус 2 градуса, на Чонгаре 0, в Новоалексеевке минус 1 градус. В студии был Андрей Гевко. Оставайтесь, слушайте продолжение утреннего ток-шоу с Сергеем Громенко. Слушайте ток-шоу «Радио Крым Реалии» на средних волнах на частоте 549 АМ. Каждый будний день в 8:35 и в 13:10. А также на 105,9 FM круглосуточно. Крымчане имеют право знать. Продолжаем эфир самого крымского в мире радио Крым Реалии. У микрофона, несмотря ни на что, остается Сергей Громенко. Слушайте нас на средних волнах АМ на частоте 549 кГц в 8:35 и 13:10 по времени полуострова, в 7:35 и 12:10 на материковой части Украины. Ну а на 105,9 FM круглосуточно. Крымчане могут бесплатно звонить в эфир по телефону 8 810 06 926, жители материковой Украины 044 490 2905. Поехали! Тема дня. Сегодня мы в очередной раз поговорим о свободе слова в аннексированном Крыму. Почему на полуострове вновь поднимается эта тема? Возникла ли там за последние годы российская цензура или самоцензура? И как крымские СМИ участвуют в информационных войнах России? Об этом мы поговорим в ближайшие 25 минут, но вначале небольшой сюжет от моих коллег. Крым в центре внимания.
Российский министр информации Крыма Дмитрий Полонский заявляет, на полуострове, цитата, «избыточная свобода слова, которая иногда работает во вред государству и его гражданам». Совет Федерации России, в свою очередь, публикует информацию о законопроекте, который позволит ограничивать деятельность СМИ с иностранным капиталом. Член Совета Федерации Андрей Клишес рассказал, что документ всего лишь расширяет полномочия Минюста России и, цитата, «по сути не вводит никакой цензуры». Норма носит диспозитивный характер. Не значит, что эти ограничения будут введены. Эти ограничения могут быть введены в отношении определенных средств массовой информации, и мы четко совершенно исходим из того, что это будет определяться той ситуации, в которой будут находиться наши средства массовой информации за рубежом. Министерство юстиции России уже опубликовало список медиаорганизаций, которых может коснуться новый закон. Среди них 9 медиа, связанных с «Радио Свобода» и «Голос Америки». 9 октября Минюст России предупреждал Крым Реалии о возможных ограничениях в работе сайта. А спустя месяц тема свободы слова в Крыму стала главной в эфире ток-шоу «Все как есть» телеканала «Крым-24». СМИ под названием «Крым Реалии» — это подразделение Центрального разведывательного управления. Не больше и не меньше. Я предлагаю в Крыму договориться между собой о том, что любой человек, крымчанин, который дает интервью подразделению американской разведки, который является зачинщиком и санкций, и всего, что произошло на Украине, считать сотрудничающим с американской разведкой. Полонский же убеждает, соцсети и интернет-ресурсы сейчас требуют более жесткого и решительного контроля. Ранее он обвинил украинские и западные спецслужбы якобы в создании Центра по подготовке антикрымских фейковых материалов. Российский политолог Иван Мезюха также выступил с призывом противодействовать СМИ с иностранным капиталом. Постояннейшие вот эти ложные доклады Организации Объединенных Наций о правах человека, ложные какие-то резолюции Европейского парламента, которые идут со стороны Украины. Это же строятся эти фальшивки международные на основе тех данных, которые производит украинское государство. 31 октября международная правозащитная организация «Комитет защиты журналистов» опубликовала так называемый «Глобальный индекс безнаказанности-2017», в котором Россия занимает 9-е место. В рейтинг вошли страны, в которых убийства журналистов не расследуются должным образом. На сегодняшний день, по словам члена Меджлиса крымско-татарского народа Эскандера Бариева, в Крыму числится 57 политзаключенных. Крым в центре внимания. Возвращаемся в студию радио Крым Реалии. С нами на связи Давид Акселерот, журналист из Севастополя. Давид, здравствуйте. Доброе утро. Вот Дмитрий Полонский в своем интервью для РИА Новости сказал, буквально цитирую, что такого количества СМИ и такой свободы слова, как у нас, пожалуй, нет ни в одной стране мира. На мой взгляд, у нас даже избыточная свобода слова, которая иногда работает во вред государству и его гражданам. Конец цитаты. Вот по вашему мнению, во-первых, возможна ли избыточная свобода слова в принципе? И во-вторых, действительно ли в Крыму и в Севастополе такой невиданный разгул свободы слова, массовые СМИ и все свободны и легко работают? Ответ на первый вопрос, конечно, нет, невозможно. Не бывает избыточной свободы слова, но ответ на второй вопрос тоже нет. В Севастополе нас, по крайней мере, не обсуждают, то есть радио «Свобода». Тут не выходит подобных передач, где людей называют штатными или внештатными агентами американской разведки, в отличие от Крыма. Но, тем не менее, конечно, работать не всегда просто. Вот когда вы говорите «не всегда просто», что вы имеете в виду? Существует ли какая-нибудь официальная государственная или, скажем, замаскированная государственная цензура или самоцензура, или речь просто идет о каких-то трудностях, связанных с недоступом к чиновникам? В том числе, это в первую очередь это недоступ к информации как таковой. То есть тут аккредитация, которую, допустим, есть люди, которые даже изъявили ее получить, российскую аккредитацию, чтобы иметь доступ в кабинеты, чтобы иметь доступ звонить в пресс-службы и обращаться с официальными запросами, ее не дали. Это продолжается уже год. Канитель, в частности, мне в этой аккредитации отказали или по формальным поводам, можно так сказать, или вообще без повода.
А вот смотрите, тут еще одна такая очень интересная цитата. Дело в том, что Екатерина Петухова, которая интервьюировала Дмитрия Полонского, напомнила ему, что его обвиняют в создании бот-ферм и зажиме свободы слова, и нечувствительности критики, причем обвиняют не со стороны материковой Украины или мира, а сами крымчане. И вот он ответил, цитирую: «Что касается тех людей, которые делают подобные вещи на территории республики и отстаивают вражескую точку зрения, мы дадим оценку их действиям. Есть такие способы, как обращение в суд, в правоохранительные органы. Пусть никто не думает, что все останется безнаказанным. Но самое интересное другое. Как только мы вскрыли эту схему, западные заказчики вывели на авансцену всех действующих лиц этой истории. То есть они, еще не выполнив главной задачи по дестабилизации ситуации в преддверии предвыборной кампании, уже указали всех действующих лиц». Конец цитаты. Действительно ли вот до такой степени зарегулировано все в СМИ Крыма и Севастополя, что против журналистов могут возбудить уголовное дело или там административное за то, что они высказывают вражескую, по словам Полонского, точку зрения? Ну, быть может все. Дмитрий Полонский, наверное, немножко лучше знает, чем я, но вы обратите внимание, что на протяжении вот последних лет Дмитрий Полонский озвучивает подобные реплики регулярно. То есть с соответствующим информационным поводом и без него. В ток-шоу, которые проходят на крымских телеканалах, постоянно обсуждается это, постоянно называются какие-то враги эфемерный, создается такой образ информационного врага. Поэтому я ничего не исключаю, но в то же время, конечно, может быть, хотелось бы. В первую очередь, хотелось бы списать это вот на обычный популизм. И последний к вам вопрос. Дмитрий Полонский, не только он, часто в последнее время в крымских СМИ заявляют о том, что, дескать, здесь, на материковой Украине, существует специальный центр, который разрабатывает и вбрасывает фейки в крымское информационное пространство. Вот если отвлечься от заявлений чиновников и посмотреть на низовую активность пользователей интернета, комментаторов в СМИ, действительно ли крымчане верят в то, что в Украине существует такой центр? Или дальше верхов эта информация не идет? Вы знаете, я вот даже по Севастополю могу сказать, вряд ли кто-то верит в какую-то организованную структуру, вертикальную, какой-то центр. Возможно, да, люди, которые регулярно смотрят телевизор, они действительно верят в наличие информационной войны. Но я подозреваю, что мало кто представляет себе какую-то конкретную структуру, которая занимается целенаправленно вбросом фейковой информации о Крыме. Что ж, большое вам спасибо за ваше мнение. Напомню нашим слушателям, что с нами на связи был Давид Аксельрод, журналист из Севастополя. Россия не впервые высказывает обвинения в адрес Радио Свобода. 22 сентября 2017 года подконтрольный Кремлю железнодорожный суд Симферополя приговорил одного из авторов «Крым Реалий» и Радио Свобода журналиста Николая Семену к 2,5 годам условно и запретом заниматься публичной деятельностью. Его обвинили в публичных призывах к нарушению территориальной целостности России. Николай Семена заявляет, цитирую, приговор является свидетельством прямого нарушения прав человека и норм международного права. Российские медиаэксперты также считают, что свободы слова в аннексированном Крыму как таковой нет. В комментарии журналистам Крым Реалий медиа-юрист и директор Российского центра защиты прав СМИ Галина Арапова сообщила, что так называемый министр информации и связи полуострова Дмитрий Полонский попросту не владеет информацией, происходящей в Крыму. По мнению Араповой, на полуострове всячески ущемляют права независимых журналистов, в то время как там существуют карманные СМИ российского руководства. Давайте ее послушаем. Точка зрения. Вы знаете, формулировка «очень большая свобода слова» и применительно еще и к Крыму, вообще это очень странно. Трудно представить, что этот человек вообще понимает под свободой слова. По моему ощущению, вообще в России сейчас у свободы слова плохо. В Крыму в особенности, это регион, в котором все, что мы слышим оттуда, то это практически невозможно работать ни журналистом, ни блогером. Средства массовой информации находятся просто в осадном положении. Что этот человек и представляет вообще под свободой слова, если он говорит, что в Крыму ее слишком много, но я боюсь, что просто мы каких-то на разных языках говорим с ним. Это может быть отголоски всего чего угодно. Его непонимание, его желание там задушить еще сильнее, закрутить гайки. Это могут быть, конечно, предупреждения о каких-то других дополнительных шагах, которые они будут предпринимать, если он может что-то предпринять сам.
То есть это, конечно, очень странно звучит. Это безответственно, странно. И понятно, что, в общем, человек говорит на каком-то своем птичьем языке. Точка зрения. Возвращаемся в студию радио Крым Реалии. С нами на связи Сергей Томиленко, председатель Национального союза журналистов Украины. Сергей, здравствуйте. Да, доброго ранку. Вот тут Дмитрий Полонский разродился обширнейшим интервью для РИА Новости, в котором заявил, что, во-первых, в Крыму существует избыточная свобода слова, а во-вторых, что здесь, на территории материковой Украины, действует специальный центр по изготовлению фейков и вбросов в информпространство Крыма. Вот вы мне скажите, у вас есть такой центр, который вбрасывает фейки в информпространство Крыма? Если нет, то почему? Ну, очевидно, якби такого центру немає, і, в принципі, ці всі звинувачення щодо фейків, щодо якогось свідомого вкидування, це більше підґрунтя для, знову ж, або згортання прав журналістів в Криму, і це просто, якби, виправдання якоїсь такої своєї позиції, цензорів, яку ми бачимо за останні роки в Криму. А те, що оці всі висловлювання, там, нечувана свобода слова в Криму, знову, це ж має підтверджуватись фактами. Для нас фактом є переслідування Миколи Семени і вирок, власне, за його професійну діяльність. Для нас є, знову ж, фактом неможливість українських журналістів відвідувати Крим або там інших журналістів і вільно висвітлювати те, що там відбувається. Тому, відповідно, можна скільки завгодно говорити там про повагу до прав журналістів, але це все має підтверджуватись реаліями. Реалії, на жаль, ті, що говорити про свободу слова в Крыму нам не доводится. И последний к вам вопрос. Возможно ли со стороны Национального союза журналистов Украины какая-нибудь деятельность по защите журналистов в Крыму, или на самом деле режим сейчас там таков, что вы остаетесь голосом вопиющего в пустыне? Власне, нас тривожить ситуація в Криму з дотриманням прав журналістів. Ми задіємо, зокрема, наших міжнародних партнерів, це і заяви є відповідні Міжнародної федерації журналістів, Європейської федерації, стурбований ситуацією Офіс представника ОБСЄ з питань свободи медіа Арлема Дезіра. Тут просто для якихось системних дій і практичного захисту журналістів має бути або доступ безпосередньо там в Крим, або доступ до інформації і прямі комунікації. На сьогодні все ж ми вважаємо, що небезпечно є розбудовувати якусь там систему отримання інформації з Криму про права там журналістів, про дотримання цих прав. Тому, знову ж, ми, звичайно, використовуємо інформацію Крим Реалії, інші джерела, тобто те, що доходить, звичайно, ми одразу його за допомогою юристів, за допомогою партнерів, воно набуває певної гласності, але ключове, я так розумію, що нам треба домогтись, це те, щоб принаймні в Крим могла або приїхати певна там міжнародна місія там журналістської солідарності, представники того ж самого Офісу ОБСЄ з питань свободи медіа, там міжнародних журналістських структур. Тобто має бути певні якісь відвідини безпосередньо Криму и безпосередний контакт с крымскими журналистами. Что ж, большое вам спасибо за ваше мнение. Напомню нашим слушателям, что с нами на связи был Сергей Томиленко, председатель Национального союза журналистов Украины. Это радио Крым Реалии. Звоните нам по бесплатному номеру телефона 8 810 06 926, если вы на полуострове, и 044 490 29 05, если вы на материке, а мы продолжим буквально через несколько секунд. Слушайте нас на средних волнах 549 АМ в 8:35 и 13:10, а также на 105,9 FM круглосуточно. Генеральный продюсер украинского радио Дмитрий Хоркин считает, который вещает на территории аннексированного Крыма с материка, считает, что подобные заявления Полонского об избыточной свободе слова могут повлечь за собой еще большее закручивание гаек на полуострове. В интервью радио Крым Реалии Хоркин сказал, что на данный момент на полуострове нет местных независимых СМИ. Давайте его послушаем. Точка зрения.
Знаєте, такі заяви, вони нагадують завжди чомусь мені, на жаль, сумну історію, яка стосувалася Максима Горького, який тоді на цьому письменницькому пароплаві проплив перший із тодішніми світочами літератури по Біломорканалу. І коли вони оспівували «Ой, як розквітає праця, як люди задоволені, як ув'язнені у ГУЛАГу розквітають після такої роботи». Це жахлива ситуація, коли відбувається підміна понять, і люди, які свідомо вводять в оману, коли ми маємо сигнали із затриманням наших журналістів і на території Республіки Білорусь, і в Криму окупованому, і обшуки, і є докази і свідчення про залякування, ми чуємо інформацію про те, що буцімто є свобода слова. За це колись потрібно буде відповідати, тому що будь-яке міжнародне законодавство передбачає, що у журналістів мусить бути свобода висвітлення, свобода професійної діяльності. Тому ми стверджуємо, і, зокрема, ми знаємо по нашій роботі українського радіо і на окупованих територіях Донбасу, і в окупованому Криму, що існує перешкода журналістській роботі. Більше того, я постійно отримую погрози від мешканців і представників влади і Криму, і Донбасу про роботу наших спецпроєктів, які стосуються окупованих територій. Тому ні про яку свободу не може бути й мова. Точка зрения. По мнению российского медиа-юриста Галины Араповой, в ближайшее время «Радио Свобода» и «Крым Реалии» могут объявить иностранными агентами, что помешает журналистам осуществлять свои профессиональные обязанности не только в России, но и в оккупированном Крыму. Арапов подчеркнул, что именно с этой целью 22 ноября Совет Федерации России одобрил законопроект, который позволит вводить ограничения на деятельность СМИ с иностранным капиталом. Давайте ее послушаем. Точка зрения. На российских-то СМИ как раз это не отразится. Это отразится на иностранных средствах массовой информации, которые наши власти планируют, ряд из них, записать в иностранные СМИ, иностранные агенты. Этот закон, он будет применяться, как можно представить, потому что на самом деле формулировки настолько широкие, что фактически можно его применить к любому СМИ, зарегистрированному в любом государстве мира. При этом даже не обязательно, чтобы это было юридическое лицо. Это может быть просто, как написано, иностранная структура, которая выпускает информационный какой-то портал или поддерживает или средства массовой информации. Поэтому фактически мы понимаем, что это инструмент, который будет использоваться избирательно. Сейчас уже говорят о том, что это будет использоваться в первую очередь против «Радио Свобода», «Радио Голос Америки». Что будет дальше, трудно представить, потому что на самом деле сама по себе формулировка в законе очень расплывчата. Мы пока слышим только некие оценки депутатов Государственной Думы, которые голосовали «за», и они объясняют, что они считают, что закон будет применяться только к тем СМИ, которые демонстрируют, тем СМИ тех стран, которые демонстрируют недоброжелательность по отношению к Russia Today. И при этом распространяться это будет на них в том случае, если они, эти средства массовой информации, зарегистрированы в зарубежном государстве, не в России. То есть это не те СМИ, у которых есть представительство в России, а просто вот находящиеся в другом государстве компании. И те, которые финансируются из иностранных источников, либо от российских некоммерческих организаций, иностранных агентов. Такой, на самом деле, одеяло такое большое, его можно натянуть на кого угодно. Точка зрения. Если вы что-то упустили, заходите на сайт Крым Реалии, читайте наши материалы, смотрите прямые трансляции эфиров, пишите нам в Твиттере, предлагайте свои темы программ, а мы продолжим буквально через несколько секунд. В эфире «Радио Крым Реалии». Звоните нам по телефону 8 800 10 06 926. Для жителей полуострова звонки бесплатные. Комментируйте темы в прямом эфире. Оставляйте свои сообщения на наш автоответчик. Мы выслушаем вас. 105,9 FM. Крымчане имеют право знать. Возвращаемся в студию радио Крым Реалии. С нами на связи Марго Гонтар, сооснователь проекта Stop Fake. Марго, здравствуйте. Доброе утро. Дмитрий Полонский, который по российскому законодательству считается министром информации, и не только информации в Крыму, заявил, что в Украине существует специальный такой центр где-то под Киевом, который продуцирует фейки, вбрасываемые в информпространство Крыма. У меня вот к вам альтернативный вопрос. А вот существует ли в России какой-нибудь специальный центр, который вбрасывает в украинское информпространство фейки, связанные с Крымом и с Украиной?
Безусловно, о таком хотя бы одном центре точно известно уже не только в Украине, но и во всем мире. И называется он Ольгино. Если говорить именно место, откуда технически, например, часть таких историй делается. Но кроме этого, судя именно потому, что истории фейковые и об Украине и конкретно о Крыме, и они распространяются, как мы это видим, по российским СМИ, скажем, по таким более маргинальным карманным СМИ, их ним тоже достаточно организовано, то есть причины даже на практическом уровне считать, что это все имеет свой центр. Если мы будем говорить о каком-то таком внутреннем содержании, какого рода фейки чаще всего российские СМИ или российские специальные там фейкоцентры, бот-сети продуцируют о Крыме и об Украине? Ну, конкретно, если говорить, скажем, об Украине, там есть целый ряд тем, но основные это показать Украину failed state, то, что называется, то есть несостоявшимся государством, и всячески показать, как вся она разваливается полностью, и используются любые там новости для того, чтобы это подтвердить. Если говорить конкретно о Крыме, то в случае с Крымом в основном тем меньше это либо истории о том, что все уже признали его российским, либо на каких-нибудь официальных собраний в институциях, либо в ЕС, либо, например, путем приезжающих вот этих евродепутатов, которые позже оказываются никакой неофициальной делегацией, вот, и прочее. Но одна из свежих вещей, например, вот во время референдума в Каталонии вы встречали часть материалов о попытке сравнить ситуацию с Крымом и ситуацию с Каталонией, вот такого рода. И такой у меня к вам вопрос. Есть ли какая-нибудь возможность защититься от фейк-ньюс в средствах массовой информации, в Facebook, в интернет в широком смысле этого слова? И если есть, то какие? Это хороший вопрос, он вообще интересует и наших коллег. Плохих не буду задавать. Задают. Да, понятное дело. В общем-то, классика остается, это быть внимательным к информации, которую вы потребляете, и потому что в данный момент, собственно, все мы являемся не только потребителями, но еще и распространителями информации для тех, для кого мы являемся каким-то авторитетом. Но кроме этого, это следить за тем, что происходит в заголовке, следить, немного ли эмоций, вообще просто не спешите верить любой информации, которая к вам поступает, а давать время себе на то, чтобы посмотреть, что происходит, и посмотреть какие-то другие источники информации, которые говорят об этом же событии. Можно ли сказать, что проект StopFake, с основателем которого вы являетесь, успешно противостоит российской пропаганде? И если да, то как и вам это удалось, а если нет, то что еще нужно сделать? Есть многое всего еще, что нужно сделать. Начну с конца. Это, собственно, кроме того, что продолжать делать то, что мы делаем, но еще и давать доступ, в общем, людям к правдивому контенту, чтобы неправдивому было сложнее там закрепиться. Но я считаю, что нам удается делать то, ради чего проект был сделан, и, на мой взгляд, судя по тому, что я вижу, все это происходит достаточно успешно, хотя бы потому, что уже в первую неделю, как мы стартовали с проектом, все украинские СМИ почти включились и стали тоже опровергать фейки. Одновременно мы видели изменения в поведении российских СМИ и изменения их стратегии, что в подаче фейков, что тоже показывает, что им приходится подстраиваться и изменять стратегию, именно потому, что мы и наши коллеги с ними борются опровержением фейков, но одновременно мы видим, как во всем мире эта тема поднимается уже на все более публичный уровень, и это тоже заслуга как нас, так и других наших коллег, которые поднимали этот вопрос. И это все
и показывает успешность всего того, что мы делаем, и необходимость это продолжать. Что ж, большое вам спасибо за ваше мнение. Напомню нашим слушателям, что с нами на связи была Марго Гонтар, сооснователь проекта StopFake, с которой и за остальными нашими слушателями и спикерами мы говорили о свободе слова в Крыму, о том, действительно ли там ее избыток, как считает Дмитрий Полонский. Я Сергей Громенко, я работал с вами все это время. Это радио Крым Реалии, самое крымское в мире радио. Ни в коем случае не переключайтесь, скоро услышимся. Важные события, спорные заявления, последние новости, горячие темы. Все это в прямом эфире с 8 до 11. В эфире самого крымского в мире радио. Радио Крым Реалии. Новини Радіо Свобода. Перед мікрофоном Антон Шульга вітає вас. Коротко про головне. У Дніпрі затриманий директор естонської компанії, пов'язаної зі справою Міранди. Російському сенатору Керімову заборонено залишати територію Франції. Далі докладніше. Події в Україні. В аеропорту міста Дніпро пізно ввечері 22 листопада був затриманий директор естонської компанії «Аполінея ОУ», повідомляє речниця генпрокурора Юрія Луценка Лариса Сарган. Після першочергових слідчих дій директор естонської компанії затриманий у порядку статті 208 Кримінального процесуального кодексу України найближчим часом